Всем привет! Я вот часто говорю, что у Nokia 5800 отличается от Nokia 5530 встроенным GPS, но это довольно так голословно получается, потому что вы не знаете, что же это ну, что это дает, и поэтому я решил рассказать немного о GPS в Nokia 5800, но сразу хочу оговориться, что для 5530 можно купить внешний GPS-приемник, он где-то 2500 стоит, и в принципе все то же самое будет, даже еще, наверное, позиционирован точнее, потому что внешний точнее. Итак, и начать я хочу не с навигационных даже программ, потому что навигаторы вы, наверное, видели, я потом покажу их, но это не так интересно, как специальный вот проект у Nokia, опять же от Nokia Beta Labs, это Sports Tracker. Итак, что же это такое? Вот я загружаю программу, она еще работает не до конца отлажена, хотя уже в принципе она дает понять. И самое интересное, что Nokia, она сейчас позиционирует себя еще не только как производитель телефонов, но и как производитель сервисов. И поэтому это еще и завязано на сервисы. Но давайте начнем с программы. Итак, что мы видим? Здесь можно в этой программе, она создана для того, чтобы помочь вам вести ваши спортивные дневники. Если вы занимаетесь бегом, лыжами, даже, может быть, водите машину на время, там, я не знаю, какой-то раллийный, там, мотоциклом, там, велосипедом, как я, например, или просто ходите, вы можете задать, так сказать, и вести эти тренировки, и задать свои параметры, и, включив GPS, ну, начинаете тренировку. Итак, давайте начнем. Но я хочу сразу предупредить, что, конечно, спутник я не найду, потому что мы как бы сейчас планируем ходить, потому что я нахожусь в помещении. Но вот смотрите, здесь дана скорость, дистанция, время идет, если мы нажимаем старт. Потом средняя скорость, высота, дистанцию, опять же, пройденная, шаги считает методом шагомера. Есть это графики, сейчас я их покажу подробнее, и, соответственно, вот есть еще карта. Итак, это вот когда сама программа работает. Также дневник тренировок есть, в который все записывается. Давайте я его включу. Итак, дневник тренировок. Вот можно в опциях посмотреть, собственно, листом суммарно по неделю, месяцу или полное. Вот берем полное с дистанции 2000 километров. Вот у меня пройдено в сумме. Вот ходьбой 987, на велосипеде 1200. Ну, в общем, когда это стал, с тех пор, как я начал пользоваться программой. И давайте я покажу теперь как это лист view выглядит. Вот, видите, список этих всевозможных движений наших, так сказать, треков. Ну, давайте я возьму, вот, например, вот я на велосипеде тогда прокатился. Видите, здесь пишет среднюю скорость, максимальную скорость, сколько за километровый отрезок я проезжал. Рисует график движения. Вот они графики. Всевозможная карта, можно ее двигать, приближать, подробнее рассматривать. И все такое. Но есть еще в опциях, когда открыто у нас это, видите, опции и upload to сервис, то есть загрузить на сервис. И здесь мы подходим именно к сервису. По адресу, сейчас я вижу, по адресу sportstracker.nokia.com находится ваша страница, если вы зарегистрировались. И вот тут тоже доступны эти же графики, карта от Google Maps. Отдельно можно посмотреть любое движение. Если по карте вы двигаетесь, например, приблизили, вот, то он начинает подгружать те треки, где, ну, которые у вас были, когда вы там ходили. Вот, например, вот видите движение. И вот, к примеру, возьмем пятый трек. Выбираем пятый трек. Он его показывает лучше, показывает профиль. Можно посмотреть отдельно, видите, все указано. Можно прикрепить фотографии или музыку, которую вы слушали. Там это пишется и так в память, если вы слушали. Вот можно взять километровый какой-то отрезок, посмотреть, как график двигался. То есть полный дневник тренировок. Я считаю, это очень интересная программа, очень интересный сервис. И вот если вы занимаетесь спортом, связанным с передвижением, то это, безусловно, must have. Но хочу еще оговориться, что это
есть не только на 5800 и 5530, но и на более ранних смартфонах Symbian с 63 версии, такие как Nokia N95, тоже поддерживают этот сервис. Но я думаю, со спортстрекером все. Всем пока.